Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня четверг, и с вами снова Международный деловой совет. Сегодня мы продолжим рассматривать тему туризма. В рамках предыдущего цикла наших передач мы уже рассматривали роль туризма в экономике Кыргызстана. И со стороны телезрителей к нам часто поступают предложения на регулярной основе отслеживать те процессы, которые происходят в сфере туризма. Ни для кого не секрет, что завершился летний сезон 2017 года, что предстоит зимний сезон 2017-2018 года. В настоящее время разрабатывается целый ряд важнейших для страны документов в сфере туризма. Это закон о туризме, это маркетинговая стратегия развития туристической отрасли и иные важнейшие документы. И сегодня вот мы пригласили наших экспертов, по традиции представитель государственного органа профильного Азамат Хапарович Джаманхулов, директор департамента туризма, заместитель министра, и представитель от бизнеса, генеральный директор компании CAT, Данияр Болушевич Казаков. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Спасибо, что вы сегодня с нами. Сегодня вот те вышеобозначенные мною вопросы мы, наверное, обсудим. Да? Тема достаточно интересная. Вот. И не отходя от темы, Азамат Хапарович, наверное, мы с вас начнем. Да? Как я уже сказал, закончился летний туристический сезон 2017 года. Буквально на прошлой неделе в рамках Комитета МДС по туризму вы уже с бизнес-сообществом поговорили на данную тему, вы дали информацию, статистику и так далее. Да? Вот. И сегодня пришло время с общественностью поделиться. Поэтому можно будет вас кратко, пожалуйста, рассказать, некую статистику дать, да? То есть как закончился летний туристический сезон, какие планы на летний туристический сезон зимнего периода. Пожалуйста. Здравствуйте всем. Конечно, первым делом хотелось бы поделиться теми показателями, которые мы обычно обозначаем, как прошел туристический сезон. В целом, на сегодняшний день мы имеем за первое полугодие 2017 года увеличение иностранных граждан, которые приехали в Кыргызстан, на 349 тысяч человек. Это составило примерно 1,9 миллионов человек за первое полугодие. Второе, по налогам, которые поступили из туристического сектора, увеличение есть на 6 миллионов. В прошлом году, в этот же период мы имели 31 миллион, в этом году мы имеем на 38 миллионов. По валовому внутреннему продукту увеличение есть на 3,8%. По экспорту туристических услуг, которые, то есть по деньгам, которые приехали к нам от туристов, мы имеем увеличение на 12 миллионов долларов США. И, конечно, пятый показатель – это инвестиции в основной капитал. Мы имеем увеличение на 4 миллиарда сомов. В прошлом году мы имели 2 миллиарда, в этом году примерно имеем 6 миллиардов сомов к этому периоду. То есть по этим всем показателям, по цифровым показателям, мы можем сказать о том, что летний туристический сезон 2017 года прошел успешно. Здорово. По зимнему периоду? По зимнему периоду у нас сейчас идет подготовка. Подготовлен план правительства по проведению зимнего сезона. Уже, в принципе, на днях мы будем уже давать задания каждому министерству, каждому госоргану, какими вещами должны заниматься, начиная от безопасности, заканчивая до аэропортов, как они должны принимать в зимний период 2017-2018 года. Ну и плюс будем готовить сейчас горнолыжные базы. У нас есть обход в ноябре горнолыжных баз. Мы посмотрим на безопасность, на состояние, насколько они готовы к зимнему сезону. Ну и проведение ряд мероприятий по продвижению зимнего туризма Кыргызстана. Это в рамках зимнего сезона у нас состоится несколько роуд-шоу в разные страны к тому, чтобы привести. Переговариваем с авиакомпаниями. Вот недавно были в Ташкенте, переговорили о том, чтобы хотя бы в зимний период тоже продолжать ту же традицию чартерных рейсов в сторону Тамчи. И плюс будет, наверное, несколько таких больших мероприятий, то есть зимних фестивалей проведем в летний период. Здорово. Азамат Хапарович, а вы не могли бы в качестве ремарки сказать, то есть наше направление в настоящее время для каких иностранных государств больше всего пользуется спросом? То есть откуда приезжает больше всего иностранных туристов? Ну, если говорить про летний туристический сезон, то больше всего, конечно, это СНГ.
Казахстан, Узбекистан, Россия больше всего занимает. Больше всего они на массовый, на пляжный туризм приезжают. А остальные это с европейских стран. Лидируют у нас Германия, Франция, Великобритания. Арабские страны, Юго-Восточная Азия и немножко на сегодняшний день видим рост с Китая и с Индии. Спасибо. Ну, статистика отрадная, да, и я думаю, результаты достаточно неплохие, но все, и вы, наверное, в том числе, Азамат Хапарыч, признаете то, что у нас у всех существуют очень амбициозные планы на туристическую отрасль. И то, что мы имеем на сегодняшний день, этого недостаточно, да, то есть мы должны предпринимать, то есть огромные усилия для того, чтобы динамика роста она была значительной. Поэтому в стране и в настоящее время и разрабатываются вот те важнейшие документы, о которых я говорил, допустим, закон о туризме. Да? Вы, Данияр Булушевич, насколько я знаю, буквально в недавнем прошлом получили номинацию эксперта, лучшего эксперта в туристической отрасли, с чем я вас поздравляю. Мы, кстати говоря, вот наши представители тоже в этой конкурсной комиссии участвовали, поэтому мы ваш вклад в развитие туристической отрасли знаем. Вот. И вы, наверное, как один из лучших экспертов в сфере туризма, можете рассказать о основных вехах вот, закона о туризме, да? В чем это заключается? Вот текущая редакция законопроекта, она уже включает в себя предложение бизнес-сообщества. Вот если можно будет вот вкратце рассказать в целом о данном законе о туризме и о предложениях бизнес-сообщества, которые в обязательном порядке были включены в этот законопроект, либо не были включены, но должны быть включены. Ну, вы знаете, в написании нового закона принимали, это были люди, которые занимаются туризмом давно, можно сказать, профессионалы своего дела. Вот. И основные, конечно, предложения были все-таки более практические. Это дать определение, что такое дестинации, что такое кемпинги, возможность взять в аренду те или иные земляные участки. Вот в законе прописали также, что можно теперь взять какие-то объекты, которые на данный момент может принадлежать государству, но которые не рентабельны. И туристические компании могут взять эти объекты в себе, ну, может быть, даже в собственности, может быть, где-то просто да, государственно-частное партнерство сделать или найти инвестора. Дальше понятие кластер. Определение многих слов, которые непонятны, плюс политика, что такое политика по туризму, кто ей занимается, определение государственной политики, определение частной политики. Там, конечно, немножко достаточно очень много таких заулих слов, и если я буду сейчас рассказывать, честно говоря, будет неинтересно. Вот. Ну, вот основные направления, то, что мы внесли, я считаю, одно из основных предложений, то, что места размещения, то есть гостиницы, санатории, пансионаты, они отнеслись к туристическому сектору. На сегодняшний день вы знаете, что у нас ВВП от туризма идет где-то 4,7-4,8%, вот, а сектор услуг 50%. Вот. И когда мы говорим о туризме, только что мы говорили о летнем туристическом сезоне, Иссык-Куль, весь Иссык-Куль это не туризм, понимаете? То есть санатории, пансионаты, гостиницы, отели, гостевые дома, они все относятся к сфере услуг. И налоги, которые они платят, засчитываются именно в сфере услуг. Я считаю, что это несправедливо, что если мы говорим о туризме, то это Иссык-Куль, и почему Иссык-Куль не относится к туризму, мне непонятно. Поэтому мы дали направление тому, чтобы места размещения все-таки перешли в сектор туризма. И я думаю, что это будет очень интересная составляющая, которая даст в итоге, думаю, туризм будет показывать процентов 25 ВВП. И тогда уже, я думаю, что Азамат Хапарыч уже может быть с высокой трибуны выходить и говорить, что, извините, четверть ВВП дает туризм, давайте будем как-то к нему более внимательнее относиться. Да? Вот. И хотел бы вот как раз добавить насчет зимнего туризма. Вы знаете, весь мир ищет какие-то
ну, так называемые фишки, которые привлекают туристов. То есть дестинация, которая интересна, все хотят принять участие, посмотреть, увидеть. Вот. И я думаю, вот мое мнение, не знаю, это мое личное мнение, да, что вот одну фишку мы как бы потеряли. Вот когда у нас зимний туризм, если помните, у нас был фестиваль Санта-Клаусов зимний, и мне до сих пор, понимаете, я вот езжу очень много по выставкам, по странам, и туристы приходят, даже кто участвовал, приезжают, говорят, а вы ты Санта-Клаус, говорит, больше не делаете. Какая классная идея, так нам нравилось это приезжать, зима, красные шубы, да, вот это все, фейерверки. Да, Даниил Бурсович, мы еще успеем насчет этого поговорить. Да? Это, кстати, очень правильные вещи, концептуальные в рамках развития стратегии маркетинга. Там просто ошибочка, мне кажется, была, что ну, Кыргызстан не страна Санта-Клаусов надо было назвать, а просто фестиваль Санта-Клаусов в Кыргызстане. Все. То есть, и она бы зазвучала, и люди готовы приезжать, понимаете? Да. Я бы хотел бы вот в рамках данного вопроса также вернуться к закону о туризме. В рамках, то есть когда мы готовили данную передачу, очень много граждан Кыргызстана заботит вопрос экологии при организации туристических мероприятий, вообще в сфере туризма и так далее. Вот недавние сообщения, допустим, по тому же озеру Иссык-Куль, то, что на северном берегу дно озера Иссык-Куль, ну просто свалка мусора. То есть это не может не тревожить нас, да, граждан, которые любят свою страну, любят Иссык-Куль. Там заложена именно экологическая там составляющая, безопасность, страхование, спасательные работы. В законе о туризме прописано данный пункт. Вот. И я считаю, что это тоже одно из достижений того, что уже правомочные действия могут получить, согласно этому закону, те или иные структуры и органы. Я считаю, что вообще как бы закон о туризме, он может быть, ну не может, он же ничто идеального не бывает, да? Но я думаю, постепенно мы будем дополнять его какие-то дополнительные пункты, которые будут помогать продвигать туризм. Один из тот, который вы сейчас только сказали, он прописан там отдельным пунктом, но может быть какие-то дополнительные будут дополнять. Конечно, хорошо, что в рамках закона о туризме предусмотрены нормативы по сохранению экологии мест посещения со стороны туристов в Кыргызстане, да, потому что если мы не будем беречь данные объекты, да, то у нас просто туризма не будет. Вот, поэтому это здорово. Да, я хотел бы, знаете, сюда одну вещь из практики добавить. Ведь, знаете, это не только нас касается, нашей страны, это вообще в мире, что понятие чистоты, экологии и дисциплины, она ведь навязывается сверху четким законом. Знаете, несоблюдение закона несет за собой штрафные санкции. Если вы знаете, в Сингапуре там кинешь бумажку, там от 500 до 1000 долларов штраф. Знаете, я извиняюсь, там если плюнул, то 1000 долларов штраф. Понимаете, то есть и люди, зная это, они очень дисциплинируют. Еще 15 лет назад в Германии, когда я был на выставках, и там люди, которые гуляли с собаками, собаки, знаете, ходили где хотели. И это было действительно ужасно. То есть улицы, прям тротуары были вот в этих вот фекалиях собачьих, да. И потом они приняли закон, да, что если ты гуляешь с собакой, пожалуйста, все, что она вынесла, забери с собой. И люди ходят, у них специальные сумочки, пакетики. И вот кто успевает подкладывает, а кто нет, то убирает, значит, это все за собой. И это, опять-таки же, спущено законом. Потому что, к сожалению, ну, люди, не только мы такие, я думаю, все такие граждане, что, значит, если нет наказания, то он, значит, этого не будет исполнять. Поэтому закон необходим. Азамат Купарович, вот мы уже ранее подошли плавно к тематике написания стратегии, маркетинговой стратегии развития туристической отрасли. Это на самом деле очень важный документ, да, то есть чем можно завлечь потенциального туриста.
И буквально позавчера, вы, наверное, знаете, да, Да, и у нас да, в том числе была да. встреча с представителем международной компании, я не буду называть, что Да. это компания, которая Да. базируется в Лондоне, и Да. в России, в Москве. Вот. И я так понимаю, они помогают вам, да, Да. в написании стратегии. И много таких интересных вещей Да. получилось обсудить. Да. Вот я бы хотел бы задать вам вопрос, и не касаясь структуры самого департамента Да. туризма, потому что это понятно, что сегодня катастрофически не хватает денежных средств. Да? Да. То есть ваш годовой бюджет, по-моему, около 8 миллионов, Да. да, сомов составляет. То есть в планах есть довести этот бюджет до 40, да, по-моему, миллионов. Я хотел бы, не касаясь структуры вашей организации, больше перейти к таким концептуальным вещам. То есть какими мероприятиями действительно можно завлечь туристов. Вот вы могли бы сказать, что заложено в эту стратегию и что предлагают? И может быть даже мы в рамках этой передачи можем что-то новенькое предложить. Да, было бы хорошо, конечно, но мы все понимаем то, что на сегодняшний день очень необходим такой систематичный подход продвижения нашей страны. Мы понимаем, что основные наши рынки пока знают, по крайней мере, те люди, которые к нам приезжают, рассказывают друзьям, даже рассказывают родственникам и так далее. Но основной массовый рынок, который мы хотим иметь с этих направлений, не знает про Кыргызстан. Мы все свидетели, мы едем в Европу, мы едем в другие страны. Когда называешь Кыргызстан, не все могут догадаться, где это, что за страна, что из себя представляет эта страна. И как решить этот вопрос, как до них донести информацию про Кыргызстан. И на сегодняшний день мы пригласили местных экспертов, местных консультантов, плюс консультантов зарубежных, которые до этого продвигали разные бренды разных стран, и пишем программу, то есть что из себя представляет туристический продукт Кыргызстана, в чем преимущество туризма Кыргызстана, какие плюсы, какие минусы, делаем свод-анализ и выводим примерно ключевые моменты, что необходимо передать нашему потребителю, скажем. То есть что будем делать в арабских странах для того, чтобы продвинуть наш бренд, скажем так, с учетом менталитета этих стран. Что будем в Европе делать, что будем в Азии делать, что будем, то есть на наших основных рынках делать. Это первое. Второе, все-таки включая полностью, совмещая полный туристический продукт Кыргызстана, разрабатывается бренд-платформа Кыргызстана, да, что он из себя будет представлять, потом будут выходить логотипы, идентика, которые будут передаваться как бренд нашей страны по нашим направлениям. И мы все-таки решили о том, что, например, на 2018 год будем набирать только несколько направлений, хотя бы одно направление, и будем целенаправленно работать с этими направлениями. То есть, по крайней мере, по анализу, последнему анализу, который было сделано, 2018 год мы будем только поддерживать, скажем так, пляжный бренд в странах СНГ, это Узбекистан, Казахстан и Россия, и будем направлять нашу стратегию в 2018 году только на Германию и Великобританию. Вот две вещи. А вот бренд она будет единый, он останется на следующие года тоже, но компания, то есть маркетинговая компания, которая будет продвигать наш бренд, она будет меняться каждый год. В зависимости от тематики, куда мы хотим двинуться в 2018 году. То есть вот на сегодняшний день мы работаем над этим вопросом. Здорово. Ну, а если мы будем говорить о конкретно, Данияр Булышевич уже обозначил некоторые идеи. Да, это вот фестиваль в Санта-Клаусе. Да. Помню, еще существовала такая концепция, что когда вопрос касается Рождества, то Санта-Клаус начинает путь с Кыргызстана, то есть они там определили, чтобы он в срок там все страны объехал, это он должен был отсюда стартовать. Самое минимальное по времени старта именно с Кыргызстана. Но это не мы, это швейцарцы придумали, это они высчитали. Да, мне кажется, эта идея просто-напросто немножко, возможно, не была неправильно, возможно, передан и неправильно, возможно, воспринят народом. Но это классная идея. Мировое сообщество говорит, Кыргызстан, вы единственная страна, откуда Санта-Клаус, если в Новый год выедет, то успеет всем детишкам дарить подарки.
Почему бы мы, кыргызстанцы, не должны воспринять эту идею и наоборот ее продвигать? Абсолютно. Я вот сейчас тоже вспоминаю, Азамат Хапарович, мы уже с вами обсуждали этот момент вот, по маркетинговому ходу в Исландии. Да? Я не буду вдаваться в подробности, все прекрасно знают об этом, но я знаю, что такая статистика есть. Порядка 200 миллионов представители мужского пола просто изъявили желание получить гражданство Исландии для того, чтобы туда попасть. Поэтому действительно вот такие вот маркетинговые ходы, они могут привлечь, да, потенциальных туристов. И, конечно, вот в нашем понимании, да, вот таких вот концепций, их должно быть много, да, то есть, чтобы это был целый ряд концепций, из которых можно было бы наиболее такие благоприятные выдернуть и практически использовать. Даниил Булыш, еще есть какие-то у вас предложения в этой части? Ну, я бы немножко, может быть, добавил и расширил вот наш фестиваль игры кочевников. Да. Вот если позволите, два слова, да? Так как в бытность, когда это начиналось тоже, и меня спрашивали мое мнение об этом и так далее. Вот. И игры кочевников можно расширить. То есть более сделать интересным и привлекательным. Добавить простые вещи, которые вот в туризме у нас, они как и попутные наши вещи, которые происходят, это добавить туда национальную кухню. То есть, если приезжают страны, там в этом году было 62 страны, да. то, представляете, мы попробовали еще кухню 62 стран. Плюс сувениры, которые производят эти страны, они могут привести своих мастеров. И, конечно, было бы вообще идеально, это еще и музыкантов, если. То есть мы смотрели бы не только музыкантов, наших кыргызских певцов, композиторов, но и зарубежных. Но хотя бы можно сделать хотя бы кухню и сувениры, вот для начала добавить, потому что сувенир в принципе несложно, там какой-нибудь павильончик, и там они выставились, и кухню тоже, значит, дать возможность поставить им какие-то технические оснащения для приготовления. Но это будет фишка уже, потому что весь мир специальные туры есть именно на кухню, поехать попробовать те или иные продукты той или иной страны. То есть это она всегда работает. И мы получаем такие вещи, как мирового бренда, да, зрелища и хлеба. Вы правильную тему затронули. Мы как раз тоже намеревались обсудить, но коль вы уж затронули эту тему, на самом деле Всемирные игры кочевников, которые проходили в Кыргызстане, это уже стало национальным брендом. Его тоже можно так позиционировать, да? Да. Благодаря этим играм Кыргызстан, он просто в сводках разных государств появлялся, то есть постоянно вот информация шла об этих событиях, да. Но здесь у меня вот вопрос как раз тогда к вам, Азамат Хапарович. Проведение данных игр, да, в проведении данных игр, конечно, необходимо вовлекать очень большую аудиторию, да, то есть и в том числе и бизнес не отказывался, да, то есть активно принимали участие, вот. Но, конечно же, когда мы говорим о системном проведении мероприятий, да, то есть вопрос финансирования таких мероприятий, он тоже должен быть системным. То есть, ну, допустим, давайте обратимся к Олимпийским играм, да, чемпионат мира по футболу и так далее. То есть там пальма первенства передается там какой-то стране, и страны уже сами, они предпринимают максимум усилий для того, чтобы перетянуть на себя это мероприятие. Вот какие шаги со стороны государства предпринимаются для того, чтобы вот такую системность к проведению, да, именно вот с точки зрения финансирования, да, и предпринимаются, да, со стороны государства. И второй момент, есть ли вот в рамках ваших амбициозных планов, что все-таки вот как по аналогии Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу, вот, Всемирные игры кочевников будут проводиться? Ну, вот смотрите, все-таки немножко Всемирные игры кочевников по формату и по целям она отличается от Олимпийских игр. Олимпийские игры все-таки это спортивное соревнование, где должны, то есть это по традиции оно было заложено, что оно будет передаваться другим странам. Но Всемирные игры кочевников изначально, как-то, когда мы обсуждали, она и закладывалась, примерно по такой же традиции будет передаваться, но как только провели первые и вторые игры кочевников, мы поняли, что это может быть туристическим брендом нашей страны.
что это будет именно та фишка, которая, в принципе, мы можем использовать для того, чтобы привлечь много количества туристов. Игры кочевников нужно, мне кажется, не рассматривать в рамках или на уровне Олимпийских игр. Игры кочевников нужно рассматривать на уровне, например, испанских вот эти коррида или бразильского карнавала, или многих монгольских, например, у них то же самое проводят очень большие игры, да, Наадан называется. Вот в рамках, то есть на уровне этого нужно рассматривать, и в этом аспекте нужно рассматривать игры кочевников. Что это туристический бренд нашей страны, что через игры кочевников в одном месте мы показываем и культуру, традиции, природу и все остальное, все остальные фишки, которые сегодня есть в Кыргызстане. То есть я поддерживаю того, чтобы провести ежегодно или каждые 2 года игры кочевников именно здесь, в Кыргызстане. Но я понимаю, что тратится определенная сумма денег на игры кочевников, что необходим возврат. Но Олимпийские игры и FIFA, скажем, проведение чемпионатов мира по футболу пришли к большим деньгам буквально недавно. Они все это время проводили это ради спорта, ради того, чтобы люди соревновались. А как только появилось телевидение, как только люди поняли, что через рекламу, через сувенирную продукцию, через продажи трансляции можно получить деньги, они начали зарабатывать на этом. Игры кочевников, я считаю, что возможно к этому придет. Но немножко нужно будет подождать, и уровень бренда ежегодно проведением нужно будет поднимать. Как только заинтересуются, уже в принципе заинтересованность есть. От многих зарубежных компаний они хотят именно транслировать игры кочевников, потому что это новая идея, это как бы новое движение для них, и это интересно им. Но к этому немножко нужно будет подходить. Да, в этом ключе, конечно, очень важна популяризация, да? Да, можно я 2 слова добавлю насчет, так как я участник был и первых, и вторых игр, и лично вот для меня было важно попасть в место, где бы я хотел оказаться, да, и увидеть воочию вот это. Вот, допустим, вот я думаю, что, наверное, надо уже, может быть, сделать какие-то VIP-билеты, да, для туристов, да. И мне кажется, вот особенно вот где вот проводились соревнования там по борьбе, мне кажется, вход туда тоже можно сделать платный. Потому что невозможно было зайти, действительно, то есть заходишь, там сплошные головы, там люди, там бесплатный вход же все-таки, и доходят люди. Я подумал сразу, ну сделали бы, да, вот 200 сом там, да, пускай будет, ну все равно люди бы зашли, но и организация заработала бы какие-то деньги все равно. Вот. А может быть сделать какие-то, если бесплатно, то может быть какие-то, я не знаю, ну балконы, так, или даже на ипподроме, тоже, допустим, вип-зона, куда вот туристы будут приезжать, туристов группы. Они пакетом уже покупают, и покупают уже входные билеты и садятся, ну, допустим, в вип-зону. Допустим, крайне там можно бесплатно сделать. То есть, мне кажется, это очень актуально. Она должна зарабатывать уже, пускай потихоньку, постепенно, организация, потому что расходов там же видели действительно очень много. И хотя бы какую-то обратку получить, хотя бы тем же волонтерам что-то заплатить там, и так далее, что-то там они как-то проживание, питание закрывать и так далее. Да, уважаемые коллеги, ну, я думаю, что мы вот о каких-то вопросах разработки нормативных правовых актов уже вот поговорили о каких-то деталях, да. Конечно, безусловно, бизнес-сообщество будет помогать органам государственного управления, департаменту по туризму, да, в разработке данной маркетинговой стратегии и в других мероприятиях. Вот. К сожалению, наша передача подходит к концу, и по традиции хотелось бы обратиться к вам. Может быть, у вас есть какие-то пожелания, да, друг другу, или там, допустим, обратиться к общественности, призвать в чем-то. Поэтому вот можно использовать время эфира буквально вкратце, тезисно, в 2 словах. Да. Ну, у меня пожелание одно, то что Иван Копарь сказал, что если в любой стране мира вы остановите прохожего на улице и спросите, знаете Кыргызстан? Он говорит, о, знаю, конечно знаю Кыргызстан. Такая классная, экологическая, красивая страна. Я там был, и еще хочу поехать. То есть вот так. Здорово. Ну, мне, наверное, тоже аналогичное продолжение. У нас мечта, чтобы каждый житель мира хотел попасть, то есть было мечтой попасть в Кыргызстан. Спасибо. Уважаемые зрители, благодарим вас за
то, что вы были с нами сегодня. И мы надеемся, что сегодня мы обсудили достаточно интересную тему для вас. До встречи в следующий четверг. Спасибо.